Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я хотела бы начать разговор, проанализировать ту деятельность, которую ведет Егор Афанасьевич Борисов в течение уже 5 лет. И поскольку являюсь политологом, моим аспектом будет именно политический, некоторый политический анализ. И как у нас доводится у политологов, имеется 2 периода руководства республикой Егора Афанасьевича. Это первый период, который связан с избранием Егора Афанасьевича Борисова опосредованно. И сейчас мы проживаем второй период, который связан с избранием Егора Афанасьевича именно всенародно. Безусловно, как ученые, теоретики, мы наблюдаем, насколько имеются различные подходы в руководстве регионом, в зависимости от механизма избрания руководителя региона. И анализируя деятельность Егора Афанасьевича Борисова, хотелось бы заметить, что несмотря на разницу в механизмах выбора, мы видим, что Егор Афанасьевич все-таки акцентирует свое внимание еще с момента его избрания опосредованно и назначением его согласия президента Российской Федерации. Егор Афанасьевич взял основное направление в своей работе, связанное именно с гражданскими инициативами. И мне кажется, вот именно этот момент является наиболее основным, который как раз-таки рассказывает об особенностях политического руководства Егора Афанасьевича Борисова. И хотелось бы отметить, что с первых дней, возглавляя республику, Егор Афанасьевич Борисов приложил максимум усилий для создания диалога между обществом и властью. И, как мы знаем, с его приходом образуются консультативные советы, общественные советы при местном самоуправлении, также департамент по гражданским инициативам, также имеется функция у вице-премьера, это создание, формирование гражданского общества. И как раз вот эти все положения говорят о том, что Егор Афанасьевич сегодня в своей политике придерживается, скажем так, даже нового концепта формирования и перехода на новый уровень демократии в Республике Саха-Якутия. И мне кажется, это является основной, еще раз подчеркну, чертой его руководства. И непосредственно сегодня можно говорить о еще новом таком опыте в формировании диалога между обществом и властью. Это когда Егор Афанасьевич, когда он был кандидатом в главу Республики Саха-Якутия, после его избрания решил оставить такой институт, как доверенные лица главы Республики Саха-Якутия. И на данный момент этот институт, в принципе, работает. И вот недавно состоится опять-таки встреча с доверенными лицами Егора Афанасьевича Борисова, где, видимо, будут поставлены новые задачи для его, скажем так, тесного, но большого круга специалистов и экспертов, которые как раз доносят и проводят работу с обществом по взращиванию инициативы именно с мест. И также хотелось бы отметить, что у Егора Афанасьевича Борисова на его этапе руководства стоит и вторая такая основная задача, как развитие местного самоуправления. Ну, не буду говорить о тех экономических приоритетах и тех экономических планах, которые развиваются при Егоре Афанасьевиче Борисове, потому что это все-таки несколько, мне кажется, эксперты по экономике будут достаточно подробно об этом говорить. Но в то же время хочется отметить, что Егор Афанасьевич достаточно четко и пошагово проводит мероприятия по повышению экономического базиса развития Республики Саха-Якутия, поскольку мы понимаем, что от экономики зависит и дальнейшее социальное развитие, благополучие населения. И достаточно четкие шаги мы уже видим на протяжении этих 5 лет. Ну и вот параллельно с этой позицией взращивания экономического благополучия Республики Саха-Якутия, повышения его экономического статуса
экономики республики. Мы видим и те политические, гражданские инициативы, которые Егор Афанасьевич привносит в республику, старается. И, конечно же, хотелось бы отметить, и что в двух его инаугурационных речах, которые он говорил, когда вступал в должность на основании опосредованного избрания и когда вступал в должность как всенародно избранный глава Республики Саха-Якутия, Егор Афанасьевич не раз подчеркивал об ответственности. Ответственность должна распределяться, лежать не только на органах власти, государственных непосредственно, но также и на самом обществе. И он не раз поднимает вопрос об инициативе. И об этом как раз-таки он и говорит в своей инаугурационной речи, в которой он именно дает понять и населению, что необходимо принимать инициативу и на себя. И именно таким образом, в диалоге и в согласии мы можем достигнуть больших результатов, нежели простая деятельность органов власти. И также акцентирует внимание и на местном самоуправлении. Действительно, что работа с местным самоуправлением у нас в Якутии в настоящий момент ведется достаточно активно. Инициатива с местных, уже на местном самоуправлении проявляется в некоторых районах тоже весьма плодотворно. Это основные такие принципиальные моменты, которые нам, политологам, видятся в деятельности Егора Афанасьевича Борисова за последние 5 лет, которые хотелось бы непосредственно акцентировать на них внимание и рассказать. Спасибо большое.